Это 110-киловольтная подстанция «Молодогвардейская», которая обеспечивает светом западную часть Бишкека. Трансформатор, который раньше работал на 25 мегавольт, был заменен на 40 мегавольт. По оценкам экспертов, за 2 года мощность увеличилась на 30 мегавольт. На сегодняшний день, как вы сами видите, полностью работы проведены и завершены утвержденные графики. Помимо этого, по нашей компании также проведены работы и в других областях нашей республики. Со стороны нашей компании также проводится ремонтная кампания, то есть это капитальные текущие ремонты. На 197 подстанциях проведены ремонтные как текущий, так и капитальный ремонт оборудования, и также на линиях электропередач порядка на 410 километрах линий. К 1 ноября завершится строительство высоковольтной электросети. К осенне-зимнему периоду увеличена мощность 11 подстанций в Баткенской, Орской, Джалабадской и Сыкульской областях. Самая энергоемкая подстанция в Чуйской области тоже готова к зиме на 98%. Чтобы обеспечить наше население непрерывным электроснабжением, проводятся соответствующие мероприятия, ремонтные работы, чтобы поддерживать наше оборудование в работоспособном состоянии. Кроме того, отремонтировано 410 километров линий электропередачи. По оценкам энергетиков, оборудование в стране устарело на 80%. В этой связи ежегодно обновляется и увеличивается его мощность. Мы заменили трансформаторы на подстанции «Молодогвардейская» 25 тысяч на 40 тысяч киловольт-ампер. Здесь вышло 25 тысяч. Мы установили на подстанции «Ивановка», то есть заменили 16 тысяч на 25 тысяч киловольт. Там вышло 16 тысяч. Мы установили на подстанции «Берлик» 10 тысяч на 16 тысяч установили. То есть мы увеличили мощность для улучшения электроснабжения города Бишкека и Чуйской области. По мнению экспертов, строительство малых гидроэлектростанций мощностью более 45 мегаватт временно снизит нехватку электроэнергии. Чтобы полностью устранить дефицит, необходимо запустить Камбарату-1. В Камбарату-1 мощность около 2000 мегаватт-ампера. От Токтаулской ГЭСа 1,5 раза больше у него мощности. Там емкость воды 7 миллиардов кубов. Когда будет работать Камбарату-1, пропуская 7 миллиардов, вот эти 7 миллиардов кубов воды можно задержать в Токтаулское водохранилище и создавать там нормальный объем воды. И вот эти проблемы тогда не будут создаваться. По подсчетам специалистов, гидроэнергетический потенциал нашей страны составляет 142 миллиарда киловатт-часов. Даже если использовать половину возможностей, выработка электроэнергии будет колоссальная. Поэтому уже сейчас необходимо предпринять срочные меры для восстановления энергосектора страны, считают специалисты. К слову, работа для совершенствования гидроэнергетической сферы уже начата. Принята национальная программа развития. В документе отдельным пунктом предусмотрены вопросы возведения крупных и малых ГЭС и не только. То есть до 2026 года мы должны начать работу, прорабатывать именно строительство гидроэлектростанций крупных. Там заложены порядка 6 проектов, это 6 гидроэлектростанций, которые нам необходимо будет начать строительство, ну и, соответственно, для этого привлечь инвесторов. На сегодняшний день мы эту работу уже ведем, мы это уже до этого прорабатывали. Самый основной объект, который требует очень такого тщательного внимания и проработки скорейшего, это все-таки строительство Камбаратинской ГЭС-1, который тоже заложен в этой программе, и, соответственно, мы на сегодняшний день в активной фазе именно привлечения прямых инвестиций для строительства данной гидроэлектростанции. В дальнейшем потребление электроэнергии в стране будет только расти, прогнозируют энергетики. Именно поэтому важность запуска новых гидроэнергетических проектов стоит на первом месте. В новой национальной программе развития требуется ускорение модернизации существующих мощностей на каскаде Токтагульских ГЭС. Параллельно необходимо развивать экспорт энергии, создавая новые рынки торговли электричеством. Документ предусматривает именно раскрытие экспортного потенциала, то есть путем достижения достаточной мощности, путем достижения генерирующих мощностей, которые будут на уровне обеспечить внутреннюю экономику, ну и плюс направлять эту электроэнергию плюс нашим соседям это для экспорта. Министерство энергетики уже взяло на исполнение и на сегодняшний день в активной фазе находится.
Запуск работы малых ГЭС тоже является приоритетным направлением в новой программе развития страны. Этот проект будет продвигаться исключительно с гарантированным государственным закупом электроэнергии у мелких и средних производителей по взаимно привлекательным тарифам и срокам. Работа в этом направлении уже началась. Не так давно была запущена малая Сокулукская ГЭС-2. По мнению энергетиков, благодаря шагам по запуску малых гидроэлектростанций страна не будет нуждаться в импорте электроэнергии. У нас имеются водохранилища, скажем, Папанское. У нас имеется водохранилище Ортотокойское, у нас имеется водохранилище Карабуринское. Значит, эти водохранилища используются в агротехнических целях для обеспечения полива сельскохозяйственных угодий. И они в летний период обеспечивают водой. Но вода-то проходит просто через плотину этой самой. Мы давно там должны были построить малые ГЭСы. Эта электроэнергия бы компенсировала бы ту электроэнергию, которая на Токтагулке у нас израсходовалась бы. Поэтому строительство малых ГЭС это обязательно нужно. Кроме этих самых водохранилищ у нас имеются створы, бывшие створы старых малых ГЭС. На сегодня эти вопросы можно решить. И там построить, на этих створах построить гидроэлектростанции. Особое внимание в новой программе развития уделяется альтернативным экологически чистым видам энергии, которые в среднесрочном периоде позволят ввести объекты мощностью около 110 мегаватт. Внедрение новых мощностей позволит упростить подключение к электрическим сетям и инфраструктуре и получение необходимых технических условий. На сегодняшний день во всем мире развитию, использованию нетрадиционных возобновляемых источников энергии уделяется большое внимание. Это энергия солнца, энергии ветра, биогазовых установок. Есть европейские страны, где уже электрическая энергия, вырабатываемая на нетрадиционных источниках энергии, уже превышает электрическую энергию, которую мы получаем на традиционных, то есть на атомных, на тепловых, на гидроэлектростанциях. Вот. И мы тоже должны стремиться к этому. Малые гидроэлектростанции строятся усилиями местных жителей и с привлечением иностранных инвесторов. По данным Минэнерго, законодательная база для возобновляемых источников энергии создана. Если строится ГЭС мощность 30 мегаватт, то государство гарантирует ее покупку в течение 10 лет. Согласно последним изменениям в документе, срок планируется продлить до 15 лет. У нас на сегодняшний день внутренние инвесторы, местные инвесторы уже такое особое внимание обращают именно в этот сектор. Потому что там заложены преференции по гарантированному выкупу электрической энергии, по сроку, за который энергосистема будет гарантированно выкупать эту электрическую энергию. Ну и плюс самый главный вопрос – это вопрос тарифа, который предусматривает именно на выкуп энергии. То есть на выкупаемую энергию тариф заложен на уровне максимальный тариф, умноженный на коэффициент 1,3. Вот эти все факторы, вот эти все условия как раз-таки наталкивают наших внутренних и иностранных инвесторов, чтобы они вкладывались именно в развитие малой гидроэнергии. Эти льготы интересны не только местным инвесторам, но и иностранным предпринимателям. Сегодня в стране 19 малых гидроэлектростанций. Еще около десятка строится в Баткенской, Джалабадской, Сыкульской и Ошской областях. Также начнутся работы в Чуйской долине Таласи. Также сегодня реконструируются крупные гидроэлектростанции. В этом направлении активно ведутся работы. Когда они будут завершены, отпадет необходимость в импорте электроэнергии. Кроме этого, у нас документ предусматривает именно раскрытие экспортного потенциала. То есть путем достижения достаточной мощности, путем достижения генерирующих мощностей, которые будут на уровне обеспечить внутреннюю экономику, ну и плюс направлять эту электроэнергию плюс нашим соседям это для экспорта. Вот эти два направления крупных заложены как раз-таки в этом документе, и Министерство энергетики уже взяло на исполнение и на сегодняшний день в активной фазе. Активное строительство ГЭС ведется и на юге страны. К примеру, эта мини-гидроэлектростанция заработает совсем скоро. Ее мощность 1 мегаватт. Электроэнергией будут снабжать жителей города Ош. В настоящее время строительство на завершающей стадии. 90% работ мы уже выполнили. Провели подземные трубы большого диаметра. Сейчас делаем водорезервуар. Примерно через месяц все будет готово. Нам необходимо 2,5 куба воды. ГЭС построена на берегу Акбуры, где она разделяется на две части на канале Увам. Потерь воды тут нету. Эта мини-ГЭС сможет обеспечить электроэнергией около 400 семей. В энергетическом секторе начались реформы. Об этом с уверенностью говорил на своей итоговой пресс-конференции президент.
энергетикалык коопсуздукту камсыздоого багытталган реформалар башталды. Для увеличения энергоемкости в условиях растущего спроса на электроэнергию выполняются следующие мероприятия. Завершены строительные работы по проекту улучшения энергоснабжения массива Арка-Баткенской области. Таким образом, Баткенская область приобрела полную энергетическую независимость. Также проводится реконструкция Токтогульской и Атбашинской ГЭС. Идет модернизация Учкургонской ГЭС и подготовка к установке второго блока Камбаратинской ГЭС-2. Началась реализация проекта КАСА-1000, открывающего новые направления в области развития энергетики и расширяющего экспортный потенциал страны. Также в короткие сроки была решена проблема электроснабжения погранзаставы Мустыр, которая долгие годы не решалась. Прилагаются усилия для реализации масштабных проектов, таких как строительство Камбарата-1, развитие гидроэнергетического потенциала страны. Следует отметить, что 90% электроэнергии в стране вырабатывается гидроэлектростанциями. Сегодня освоение водных ресурсов малых рек страны составляет всего 1,27% от общего количества, а мощность превышает около 1 миллиарда киловатт-часов. Определенный потенциал есть малый ГЭС, потому что это чистая энергия, возобновляемая энергия. Да? Конечно, сейчас технологии очень быстро меняются, развиваются, поэтому надо развивать не только малый ГЭС, но в условиях Кыргызстана и солнечную энергетику. То есть надо всегда смотреть на себестоимость выработанной электроэнергии, и надо выбирать минимальные расходы. Конечно, малый ГЭС — это, допустим, вместо того, чтобы сейчас увеличивать производство на ТЭЦ, малый ГЭС и будет дешевле. За последний год, как президентом Кыргызской республики стал Садыр Джапаров, в Кыргызстане начали создавать условия для строительства и эксплуатации малых ГЭС с целью улучшения состояния энергетического сектора. Принимаются новые законы, усиливается правовая база. Прилагая усилия по развитию малой гидроэнергетики, по мнению экспертов, страна может выйти из энергокризиса уже к 2024 году. После назначения нового президента поддержка неуклонно растет. В результате проекты, которые долгие годы были в тупике, начали возрождаться. Мы сразу почувствовали поддержку. Очень быстро решаются все вопросы с документацией. Нет волокиты, как раньше, и это очень помогает. Такими темпами за короткое время, думаю, наша энергетика будет развиваться. В ближайшее время начнется строительство еще 3 малых гидроэлектростанций при государственной поддержке. 2 подстанции мощностью 12 и 16 мегаватт будут построены на реке Исфайрам в Баткенской области. И еще одна мощностью в 29 мегаватт в отдельном селе Зарадалы. Кундуз Кадатаева, Улугбек Абдиев, ЛТР. Итоги недели.